Населенный пункт Улу или Улу. Кафе как дома. Мы открылись. Все закрыто. Еще один поселок. Разруха. Вон, видите, что у них тут? Да ни хрена ничего. Вот это все. Все разрушено, ничего не работает, ни окон, ни дверей там нет. Я не знаю, что они тут живут, что они тут делают-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы тут живете-то? Отлично живем. А что вы тут делаете-то? Кто что? Дизельная. Заправка. А дизель? Армяне. Какие армяне? Ну, дорога. А, дорожники? Да. А тут армяне дорогу делают? Да, Всю армяне. Россию, короче, они делают, да? Да, ну а что, если наши твари продажные? Кто ищут это? Ну, живем очень хорошо. У нас как при коммунизме. В смысле? Дрова бесплатно. Рыба, дичь, охотники браконьерствуют по-черному. Так что хорошо живем. Это разве хорошо? А где Хорошо, если бы дом у вас хоть нормальный был, это разве А хорошо? он мне надо. У меня квартира стоит Сынова пустая. А, И Сватина пустая. Я не хочу туда ни за какие деньги. в квартиру, да? Я себе захотела, печечку протопила, меня тепло. Они все вот так дрожат. А, там где отопление, да? У них центральный Ну, там? конечно, центральное отопление. Воды тоже, что в них нету центрального, что у меня нету. Так я поеду на 8-й, привезу 2 ведра. Мне хватает, так что А вы хорошо. пьете вот эти из речек воду-то? Вот ручьев вот этих, что у вас здесь протекает, можно их пить-то? Все пьем. Ну, мы... Не загаженные еще, да? Нормально? Не, у нас все отличные, нет, у нас все хорошо. Рыбы только нету, потому что с Якутска едут на Амгу, и тут едут. Да тут речки какие-то мелели, ну не сильно уж гляжу, что-то мелкие, блин, речки-то раньше большие были. Так это засуха такая у нас в этом году, такая засуха, что никогда такого не было. А, засуха нынче, да? Ужас. А медведи может где-нибудь увидеть здесь? Ходят у нас медведи, на заправке были, и вот там это были, и по поселку ходят. Короче, можно по дороге, то есть можно повстречать, да, медведей? Можно, выходят. Смотрите, сколько там этих кабин от машин, наверное, тут сколько набилось. Ну, то есть еще старые. От зелов вон валяются эти все кабины. Смотрите, сколько этого железа лежит у них. Это у них тут какой-то этот... коллективные сады, что ли, какие-то тут вон огородики у них. Беда. Были. Теплицы. Ну, тут он тут ковыряется, вон там что-то растет. В пару огородах. Вон, видите, дома стоят. Квартиры, говорят, вон. Не хотите квартиру вот такую? С видом вон. С отличным каким видом. Посмотрите, вид какой. С этого окошечка у них. Дымочка не видно. Горы, все дела. Это вот магазин. Когда-то был. Как вот тут все закрыто. Ничего тут нету. Шиномонтаж тоже нифига не работает. Кафешки я вообще огонь. Сарай поставил, написал на им кафе и все. Туалет. Мужской, женский. Ну, самое главное, на каждом доме тарелка, телевизор. Чтобы понятно было, что в России все хорошо. По телевизору тоже все там рассказывают. Одни тарелки везде. Без телевизора-то никак они не могут жить. Нет бы, блядь, дом починить. Нет бы, блин, дом починить. Они тут антенны навешали. Смотри, дырищи какие в крыше тут за антеннами-то. Лишь бы телевизор показывал.
Вот еще прицеп валяется. Смотрите, как стоит. Хрена себе. Какой. Какой вездеход, наверное. Когда-то он тут лазил, везде ездил. Мосты валяются. Машины стиральные. Короче, съехали, все бросили. Все, что могли, надо забрать, забрали. Тут сараюга какая-то была. И цветмет вон лежит, алюминий, вон мосты тут. Газовое оборудование для машины. Швейная машинка лежит. Как она тут называется? Не Зингер машинка-то. А то, может, она тут Зингер-то денег стоит, хер знает сколько. Ну да нет. Видите, кто-то тут раньше шил. Платы тут. Радиолюбители какие-то были. Блин, вот этот прикольный тракторок. Или что это такое? Вездеход. Глушители-то какие? Из нержавейки были. Двигателя нету. Ну, запчасти-то он дофига, запчастей-то он такой. Даже вон щиток приборов у него целый. Не разбито, не этот. Туда дальше не пойду. Тут уже он какая-то дорожная структура, вот армянская, походу, которая дороги-то здесь ремонтирует. Интересно, как раньше они там жили. Телега-то все на ходу, все что-то перевернуто. О, сейф. Прям сразу на входе. Закрытый. Прям на входе сейф. Разруха. Вот смотрите, вид из окон. Добро пожаловать. Все, теплотрассы подходили. Видите, как теплотрассы закрытые, чем как, чтобы тепло трубы не стывали. Все трубы, все батареи посрезали. Кухня была. Комната. Шифонер встроенный. Второй этаж, давайте сходим. Все, да, все, посрезали, все трубы вывернули. О, нифига себе, какая штука. Лампочка даже вон висит целая. Вот вам еще одна квартира. Тут большая. Я говорю, вид из окон вообще супер. Вот мы на втором этаже, смотрите. Вид какой. Ух ты. Супер. Да, тут огромная квартира-то была вот эта. Сколько комнат, нифига себе. Вот тут. Плитка. Кто-то тут подушку раздербанил.
Книжки еще, физическая география. Книжки какие? В каком хорошем состоянии книжки-то? Вот география. Вот книга для чтения по истории с 17 по 30 год. Это я возьму. Русская речь, занимательное черчение. Тут, короче, кто-то учился. Алгебра. Даже на нерусском языке книги-то лежат. Геометрия. Да, кто-то учился. Английский, математика. Все дела. Вот историю-то я возьму. Газета и журнал 2009 года. Каталог выписывать. Физика. Почта России. Посчитайте, сколько тарелок на доме. И на том такая же история. У всех телевизоры работают. Вот побеседовал с местной ты жительницей. Теперь хоть понятно, кому спасибо говорить за такие-то качественные хрененные дороги. Армянам, оказывается. Здесь всю трассу, короче, армяне делают, она сказала. Все. Все армяне здесь у нас, в России. Я говорю, в Армении там только, наверное, женское население это в основном. Все мужики-то здесь вон асфальт всю Россию асфальтируют. Ладно, хоть нормально делали-то. Бессовестные. Раньше нормально ведь делали асфальт, что случилось-то? Армяне, в чем дело-то? Денег много, что ли, стало у вас? Че вы как некачественно делаете-то? Вы же специалисты в этой отрасли. Раньше были, да? Сейчас вообще насрать на все. Ну да вот спасибо вам надо говорить, да? Я говорю, за такие-то вот за такую-то дорогу руки вам оторвать всем. Вместе с ногами. И этому еще вместе с вами руки-то оторвать тому, кто вам подряды вот эти подписывает. Дорогу, вот эти акты, лаборатории, кто вот это подписывает, проверяет после вас, приезжает, смотрит, как вы делаете. Вот им тоже надо вместе с вами руки оторвать. Я говорю, одна коррупция везде. Я вижу по дороге, что происходит. Все видят, вон по видео, посмотрите, что происходит. Новый асфальт, он уже в хлам. Еще разметку не успели нанести, уже его ремонтировать надо. Только положили, уже заплаты везде лежат. Это вот так вы здесь качественный асфальт здесь ложите. Молодцы. У себя идите там в Армении, вот так положите. Че вы у себя-то туда не едете, не ложите вот так. Это, конечно, не ко всем армянам. Есть, конечно, наверное, я вот надеюсь, что есть и хорошие, хорошо ложат. Но здесь пиздец. Я говорю, вот кто здесь ложит, это руки надо каждому оторвать. Вот отъехали только от этого населенного пункта. Вот смотрите сразу. Вот они, эти армяне-то делают. Капитальный ремонт. Вот смотрите, как они делают. Вот за что я ругаюсь-то. Нигде так они не делают, как только здесь. В Москве попробуйте или где-нибудь вот так, чтобы они сделали трассу вот эту всю щебнем завалили. Посмотрите. 10 километров дороги вот их. Представляете, вот 10 километров мне вот это ехать вот так вот. Вот это вот. Не торвать ли вот за это руки-то им надо? Посмотрите-ка, что такое? Что это, блядь, за бездорожье? Федеральная трасса. Лена-Якутск. Ладно бы одно место-то было, там кусочек. Ведь сколько таких мест я проехал. Я не знаю, я даже со счета сбился. Больше 10 это точно. Я говорю, местные-то они летают, им, да им вообще похрену. Я говорю, они машину там не успевают ремонтировать. Хрена себе тут на европействе. Я говорю, если я вот так летать буду, я сейчас все, машина у меня вообще в щепки развалится. Вот видите как. Я говорю, вот у себя на родине пускай так вот ложат в Армении. Здесь не надо так ложить. Здесь по-нормальному ложьте. Чего вы, блядь, русских-то считаете за каких-то, я не знаю,
За каких-то терпил гребаные. Ну да, что тут их не считать, они же все терпят, вон видите, местные-то жители как. Все нормально, их все устраивает, что они тут пешком ходят. Пошли вон набраконьерили там, привыкли, блядь, жить еще по старинке. Я говорю, у них нет никакого развития, они все в прошлом здесь, у них до сих пор коммунизм. Богом забытые места. Зато, блядь, тарелка у каждого тут по 10 телевизоров, что ли, в комнате стоит. С утра до вечера на Соловьева, блядь, с Скобеевым смотрит и своей гривой кивают, да, и пошли потом животных, блядь, бедолаг бить. 100 пудов в Китай куда-нибудь отправляют, эту шкуру тут всю, что они тут набьют. Не зря животных-то нету. Вон, видите, какие машины тут ездят. Я говорю, тут Якутия, это страна вот этих внедорожников. Прада, вон, крузаки, только вот они на них и ездят. Тут больше ездить не на чем. Посмотрите-ка дорога-то. Долбоебы, блядь. Напишите в комментариях-то, что они долбоебы, чтобы не один я-то говорил. И нехрен даже обижаться на это слово. Вы в натуре долбоебы. Вот это кто так может сделать? Только долбоебы. Ни хрена своей башкой не соображая. Ладно, щебень-то надо было бы откуда-нибудь везти за 3 земель. Да вон все лежит здесь, засыпьте нормально, чтобы никаких канав вот этих не было. Вы че? А потом вот они на эти канавы положат асфальт. Ну все, вот эти будут канавы, вот это будут ваши заплаты. На будущей дороге, на новой-то. Блять, ремонт есть, ремонтников нет. Видите, как они? Вот новый асфальт лежит, вот то, что они положили. Это готовый асфальт, только это вот разметку осталось им нанести, все. Вот видите, какое качество здесь асфальта они делают. Ужас. 10 километров проехали. Шлеп, капитальный ремонт, еще 10 километров. Блин, я доеду до Якутии или нет? Осталось тут каких-то 250 километров. Блин, вот вам, пожалуйста, чик, 50, 10 километров. А там гора сейчас. Походу на горе тоже асфальта нету. Я говорю, все обычно одну полосу асфальта оставляют, другую сдирают, делают. Здесь нет, здесь все. Вон, да. Все, 10 километров проехали. Из этих 10 километров мы 3 километра прыгали, вот 7 километров всего мы тут проехали. Видите, опять ремонт дороги, опять никого нету. Река Кюргелях. Опа, опа. Видите как? Вон арматура аж торчит. На мосту-то. Оп, оп, оп. Вот вам дорога на Якутию. Нормально. Опять всех благодарим армян. Это они тут занимаются. Теперь мы знаем, кого благодарить. Не только Росавтодор и непосредственно армян, которые вот здесь принимают участие. Местные-то летят. Я говорю, я тут ехать не могу, посмотреть на дороги. А он летит. Я говорю, срали они тут на все машины. Я говорю, я еду, у меня машина-то не своя, так я переживаю. Да, эти вообще пофигу. Проехали эти 10 километров, протряслись. Сейчас посмотрим, этого куска надолго хватит. Пять километров ровно проехал. Опять капитальный ремонт. Еще 8 километров. Трамплин. Опа. Состыковать-то не судьба, вот ровно асфальт к асфальту, чтобы не было никакого тут кочки. Это они как вредители какие-то на дороге-то, эти дорожники.
Везде, куда ни посмотришь, вот где они тут прикоснулись, вот откуда они черпали, вот эти котлованы, все там мусором завалено, покрышками ихними, блин, всем вот этим отходами жизнедеятельности ихней, которые, когда они тут были, присутствовали, видите? Раз, приехали котлован на дорогу прям тут, и чик-чик, все кустарным способом. Вот он идет, какой высокий, нифига себе он, нормально. А вот тут вообще никаких габаритов не существует ни для кого. Сколько хочешь и вези. Хоть высота, хоть ширина, без разницы. Вот видите, о чем я говорю. Вот они, котлованы-то. Дорогу-то, видите они как? Прямо у дороги. Вот еще один. Вон там одни покрышки, одна резина. Ведь она никогда не будет. Она ведь никогда не сгниет. Эти покрышки, они всю жизнь ведь будут тут лежать. Началась нормально какая-то дорога хорошая. Не перехвалить бы. А даже вон она полопалась вся. Вон, раз трещина, два трещины, три трещины. Вон, чик-чик-чик. Весной хана и будет. Вот смотрите, они издеваются как. Вот неужели нельзя было вот эти? Почему 3 места-то сделаны? Смотрите. Раз, раз, раз. А что-нибудь сплошняком-то положите вот это дело. И толку. И все равно канавы там. Вот я проехал 20 километров по хорошей дороге и началось опять. Опять вот раз. Ну и опять указатель. Нет, тут не написано ремонт дороги. Тут Упердор Лена. То же самое. Крошкой асфальтной закатали. Все. Насыпали крошку асфальтную и катком закатали. Красавцы. Ну, видите, тут тоже прямо у дороги котлован. Это вот они брали щебень сюда, вот дорогу делали. Я говорю, по-нормальному нельзя, каким варварским способом. Ну, взяли щебень, так нормально сделайте, там разровняйте. Не, все, взяли, бросили все там. Еще и мусором там засыпали все. Своими покрышками везде. Тут вообще шиномонтажи-то нахрен надо по башке каждому дать, чтобы они не выкидывали коляску, смотреть у них там. Засрали весь регион. Вдоль дороги один пластик ведь лежит. Столько его. Тут опять кончилась эта дорога нормальная. И опять какая-то ерунда, блин, началась с этими волнами. Рукожопые, а. Я говорю, вот этих строителей-то их надо поганой метлой всех отсюда выгнать. И набрать новых, чтобы неповадно было. Ни одного не оставить здесь, чтобы, которые здесь были, делали. Че, не видно, что они здесь ерунду делают-то вам? Нафига вы с ними дальше договора-то заключаете? Или откаты хорошо там через них получается получать? Блядь, битума своему жопой жуй. Везде один битум, бля, везде одна-то нефть туда-сюда перевозится. Блядь. Но не для вас. Но не для этого региона. Все отсюда, я говорю, все отсюда вывозится. Сюда ничего вообще не вкладывается. Так вон тяп-ляп, чтобы люди тут не переживали. Люди говорят, что там 2 или 3 года назад тут вообще 250 километров дороги-то не было. А сейчас, говорят, 40 всего. Да какие нахрен 40? Тут 250 и нет у вас дороги-то. Если вот эти все куски собрать, по которым я проехал, где не было асфальта, вот они нам 250 километров и получится. Там вот этот один участок, первый был уже 40 километров. А их сколько таких было? Вон едут. Как на лодке.
Вон они, говорят, все изрыли. Вот куда, где и только не посмотри, влево, вправо. Одни карьеры тут везде у них. Всю тайгу изрыли вдоль и поперек. Ну, видите, одни карьеры везде. Вот карьер, вот карьер. Смотрите, какие огромные карьеры-то. Карьеры изрыли, блин, а дорогу сделать не могут.